Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале «Новый век». Меня зовут Анастасия Маслова. Сегодня в выпуске. В Туву с рабочим визитом сенатор Оксана Белоконь провела прием граждан в столице республики. Внимание, вас снимают! Полицейским удалось задержать похитителя телефонных кабелей благодаря скрытой камере в электрощитках. Перспективная и востребованная профессия в регионе. В Туве начали готовить собственные кадры горных инженеров. И о событиях выпуска подробнее. С рабочим визитом Туву посетила член Совета Федерации от Верховного Хурала Оксана Белоконь. В Верховном Хурале она провела личный прием граждан. На прием к сенатору записалось 4 человека. Практически все вопросы касались жилищных проблем. Где вы сейчас проживаете? И в данный момент я проживаю по Псанурской 6, где дом построен новый, переселенцам жилье отдают. И я в этом доме живу уже 2 года. В 90-й квартире, Карапивин наш подрядчик дал нам, сторожам. А какие-то договоры вы, аренды там или что? Нет, просто по работе. Просто по работе? Да, по работе. И я прошу закрепить эту квартиру за мной. По словам сенатора, рабочая командировка была насыщенной. На заседании в правительстве обсудили социальные и финансово-экономические вопросы республики. Вы все внимательно следите за рабочими поездками главы Республики Тыва Шабаваричем Караулом в Москву. Видим, как очень повестка напряженная, и вопросов для обсуждения в коридорах власти в Москве становится все больше и больше. Но это, во-первых, говорит о том, что беспрецедентные решения принимаются на федеральном уровне в части поддержки нашей Тувы, в первую очередь благодаря усилиям главы и такой командной работе. На совещании в Верховном Хурале совместно с региональной контрольной комиссией партии «Единая Россия» обсудили вопросы контроля деятельности местного отделения партии. И самое главное, конечно, в этом году партии объявлен год первичных партийных организаций. Естественно, год первичных партийных организаций не только проверки, а практическая помощь на местах. Об этом мы сейчас обсуждали и говорили. И самое главное, где-то к осени мы ждем Центральную ревизионную комиссию Республики Тува для совместной работы. В полицию Кызыла поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Лапсанчапа похитили 15-метровый телефонный кабель. Этот случай не единственный в столице. Ранее аналогичные преступления были зафиксированы в подъездах домов по улице Кичиола и Калинина. Однако по горячим следам раскрыть преступление не удалось. Тогда специалисты ТВА Связинформ пошли на хитрость, чтобы не допустить новых эпизодов. Электрощитки распахнуты, провода обрезаны. Ущерб от пропажи телефонных кабелей составил десятки тысяч рублей. Однако поймать злоумышленников за руку не получилось. Тогда руководство организации ТВА Связинформ решило установить в электрощитках камеры видеонаблюдения. Она-то засняла мужчину в момент кражи. Незамедлительно проведены проверочные мероприятия силами участковых уполномоченных полиции, в ходе которых установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания о совершении серии краж из подъездов домов. В настоящее время ведется следственное действие. Также в проверке установлено, что подозреваемый похищенное имущество сбывал в пунктах приема цветных металлов. В связи с этим полицейские с проверками нагрянули в пункты приема цветных металлов. Стражи порядка смотрели, есть ли нарушения при приеме лома, среди которого часто встречаются электропровода и электрооборудование. А сотрудники ТВА Связинформ обратились к жителям города и попросили их быть бдительными. Хотел бы обратиться к активным жителям города, обращать внимание на подозрительных лиц, которые открывают электрошкафы в подъездах, в случае чего сообщать сотрудникам полиции. В отношении же задержанного в серии краж мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. За данное преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы. Анастасия Маслова, телекомпания «Новый век». В губернаторском проекте «Кэштаг для молодой семьи» в 2017 году планируются новые участники. На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства Тувы совместно с муниципальными образованиями проводит отбор новых молодых семей для участия в проекте. На сходах граждан местные власти и жители сел общими усилиями выбирают самых ответственных молодых супругов
супругов с детьми. Например, в Кахемском районе принято предварительное решение об участии в проекте семей из 9 поселений. Всего со всех районов насчитывается чуть больше 80 семей. Однако точное число участников зависит от финансирования проекта. Их количество может как возрасти, так и уменьшиться. Сегодня одной из главных задач является сохранение и приумножение выращенного поголовья скота в зимних условиях, выполнение поставленных перед собой прогнозных показателей по обеспечению выходного поголовья скота и производства продукции животноводства. Молодым чабанам оказывается поддержка со стороны Минсельхоза Республики, муниципальных властей, опытных животноводов и просто односельчан. В Туве состоялся первый выпуск горных инженеров. Дипломы о высшем образовании по специальности «Открытые горные работы» получили 10 выпускников кафедры горного дела инженерно-технического факультета Тувинского госуниверситета. По словам специалистов, профессия в регионе востребованная, да и в перспективе серьезное развитие горного дела в Туве. На молодой, но с большими амбициями кафедре побывала наша съемочная группа. Кафедра «Горное дело» была создана только в 2013 году, но первый набор на эту специальность прошел еще в 2011 на базе кафедры городского хозяйства, где и была разработана образовательная программа. Ирас Мадыр – первый выпускник молодой кафедры. Он, как и 9 его сокурсников, прошли полный курс обучения в течение 5,5 лет. По словам молодого человека, самым запоминающимся было погружение в будущую профессию на производственных практиках предприятий региона. Первая практика у нас была геологическая. Мы помогали геологам, ходили по тайге в разведке. Второй производственной практики у нас в основном началась со специальностью горного инженера. Мы помогали горному мастеру. Он нам объяснял, как разрабатывается карьер. Базовые знания и теорию, как говорится, из первых рук студенты получают в том числе от практикующих специалистов, которые ведут занятия. Кроме того, новейшее оборудование позволяет проводить наглядные опыты в стенах родного вуза. Хоть кафедра и молодая, говорит ее заведующий, но конкурс на обучение горному делу уже большой. Желающих поступить на нашу специальность, на нашу кафедру очень много. Например, в прошлом году у нас конкурс был на одно место 2-3 человека было, и на заочную форму тоже. Выпускники кафедры могут работать в горнодобывающих предприятиях маркшейдерами, мастерами, начальниками карьеров, и это лишь небольшой список специальностей. И, казалось бы, не женское это дело, но девушек на курсе почти столько же, сколько и молодых людей. Я шла на эту специальность осознанно, то есть я понимала, что с чем буду работать, кем буду работать, и хочу себя в будущем реализовать как горного мастера, может быть, маркшейдера. Кафедра сотрудничает с ведущими добывающими и разрабатывающими предприятиями региона, и преподаватели уверены, ее выпускники без работы не останутся. С работодателями тоже разговаривали, востребованность есть. Именно, например, вот есть такая востребованность специалистов из местного населения, например, там по договорам, например, 50% трудоустроенных, например, по договорам получается местное население должно быть, а специалистов в горной области пока что мало. И по перспективе развития нашего региона, то есть Республики Тува, у нас горное дело выходит на первое место. Например, по планам, например, чтобы стать регионом-донором, нам надо работать именно в направлении добычи полезных ископаемых, так как их у нас очень много, таких как золото, уран. Сейчас на кафедре горному делу обучаются больше сотни студентов. И если в этом году дипломы получили 10 новоиспеченных специалистов, то в будущем кафедра планирует выпустить уже 24 человека. Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, телекомпания «Новый век». Сделаем перерыв на рекламу, не переключайтесь. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Электрощипцы Maxwell с быстрым нагревом по интернет-цене 390 рублей. РБТ.ру. Ваша недвижимость – это самое большое вложение. Защити свое вложение. Компания «Геотех» предлагает широкий выбор кадастровых услуг под ключ. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж.
Биатлонисты из Алтайского края и Тувы представят Центральный военный округ на 3-х зимних всемирных военных играх, которые пройдут в конце февраля в Сочи. Об этом сообщает ТАСС. Предварительный состав сборной вооруженных сил России на 3-х зимних всемирных военных играх вошли 2 биатлониста Центрального военного округа. Это сержант Максим Буртасов, который служит в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Алтайском крае, и Анастасия Евсюнина, рядовой горного соединения из Тувы. Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В них примут участие около 1000 сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе военнослужащие армии НАТО. В составе сборной армии России выступит 60 спортсменов-военнослужащих. Костяк команды составляют представители Центрального спортивного клуба армии. Среди них победители и призеры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы. В Туве этой зимой выпало рекордное за 20 лет количество снега. Высота его в отдельных районах более метра. Паводку и обстановку в республике может осложнить ранняя весна. Глава региона Шалбан Караул распорядился уже сейчас усилить работу по предупреждению ЧС, начать проводить тренировки и отрабатывать навыки оперативного реагирования на различные ситуации предстоящей весной. Сложная паводковая ситуация прогнозируется в Сибири и во многих районах. В республике Алтай, где берет начало паводок, в первой декаде ноября 2016 года выпали аномальные осадки в центральных районах, порядка 300%. В Алтайском крае, втором регионе, который принимает половодье, ситуация также осложняется большим количеством осадков. Глубина снежного покрова достигает 70%. Сейчас узнаем, какую погоду прогнозируют синоптики на ближайшие сутки. Прогноз далее. Здравствуйте, в студии Ксения Перумова. Для начала расскажу о нашем партнере в магазине «Медтехника». Здесь вы можете найти все, что поможет поддержать вам ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары, халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Кстати, в продажу поступили пробирки для сдачи анализа на БИЭЛЬ. Магазин «Медтехника» находится по адресу Калинина 3/3 в здании медико-диагностического центра на цокольном этаже. Магазин «Медтехника». У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3/3. Магазин «Медтехника». Будьте здоровы! А теперь о погоде на предстоящие сутки. Утром за окном минус 31 градус мороза. Днем будет ясно и безветренно. На градуснике минус 19. А вечером и ночью столбик термометра опустится до минус 27 градусов ниже нуля. Геомагнитное поле спокойно, влажность воздуха 53%, атмосферное давление 713 мм ртутного столба. На этом все. Я желаю вам приятного вечера и до встречи. Далее в эфире программа «Скажем, покажем». Не переключайтесь, будет интересно. До встречи. В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Откуда пошла традиция отмечать Шага в Туве? Внимательно изучите способы отъема денег мошенниками доверчивых людей, чтобы избежать неприятностей. Электронный полис ОСАГО. Что это и как его получить? Внимание! Продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес Джим». Первый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ.